Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Выпускной без балла. Об эпидемиологической ситуации в средних учебных заведениях республики. Как грибы после дождя, служба судебных исполнителей все чаще производит демонтаж незаконных построек. Заменить и забыть. В столице продолжается капитальный ремонт водопроводных сетей. В последнее время ухудшается эпидситуация в стране. Отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим министр здравоохранения Эдуард Будба, главный санитарный врач страны Людмила Скорик и главный санитарный врач Сухума Алла Беляева обратились к гражданам республики с призывом соблюдать ограничительные меры. Уважаемые граждане, хочу информировать вас об ухудшении эпидемиологической обстановки в стране по коронавирусной инфекции. Увеличивается количество заболевших, много обращений в лечебные учреждения страны. Мы вынуждены увеличивать мощности ковидных центров. Самолечение на дому недопустимо. Просьба при первых симптомах обращаться к медикам. Нежелательно проводить свадьбы и посещать массовые мероприятия в закрытых помещениях. Просьба соблюдать санэпид-режим, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Как мы неоднократно информировали наше население, при забывчивости, что нужно соблюдать все меры санитарно-противоэпидемических мероприятий, то есть носить маски, не собираться в помещениях большими группами, естественно, начинается период роста заболевания коронавирусной инфекции. Это заболевание не имеет ни погодных условий, никаких половых признаков. Это инфекция, которая передается от носителей или больных, заболевших коронавирусной инфекцией, особенно тесно, когда они контактируют. Поэтому с 1 числа июня месяца, в День защиты детей, когда все наши граждане были расслаблены и, естественно, проводили празднование, особенно дружно, массово, в закрытых помещениях, начали справлять свадьбы, поэтому у нас и появился рост этой инфекции. Обращаемость в лечебные учреждения возросла ровно в 3 раза, и теперь у нас выявляемость заболевших получается рост около 31% из обращающихся в лечебные учреждения. Сначала у нас было около 40 пациентов в день выявляла лаборатория. Сейчас на данном этапе, как вы видели статистику, за прошлый день у нас выявлено уже около 100 человек, 93, если быть точным. При таких массовых обращениях, естественно, у нас очень быстро отягощаются больные. Почему? Потому что, невзирая на то, что они чувствуют себя плохо определенное количество времени, там, например, сутки, 2-3, приходят в лечебные учреждения поздно, и, естественно, им требуется госпитализация уже на момент обращения. Хотелось бы еще раз нацелить, что при появлении первых симптомов, которые присущи любой острой респираторной инфекции, а сейчас у нас идет коронавирусная инфекция по кишечному типу, то есть начинается с расстройства кишечника, поэтому нужно непосредственно отзвониться своему участковому или терапевту, или педиатру, для того, чтобы получить направление на сдачу ПЦР-исследования. Естественно, если ваше состояние здоровья позволяет, самостоятельно приехать, сдать ПЦР-анализ. На следующий день вы будете проинформированы о своем результате и, естественно, появится возможность принять все меры о назначении вам лечения на ранней стадии заболевания. Хотелось бы еще раз нацелить на то, что соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции ведет к тому,
что, естественно, меньше количество будет заболевших как в республике, так и в вашей семье. 14-дневный период карантина никто не отменял. Естественно, если в семье появился заболевший, нужно находиться в домашних условиях всем. Не только заболевшему, не только тому, кто с ним контактировал, а всем членам семьи. Прошу вас еще раз нацелить себя на соблюдение всех банальных мер защиты. Это мытье рук, обработка своих гаджетов, ношение масок и, естественно, не посещение массовых мероприятий в помещениях. По городу Сухум, начиная с прошлой недели, так же, как и во всей стране, начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сегодня мы получили результаты совсем нас не радующие. Это 66 человек положительных по коронавирусной инфекции. И город Сухум является лидером среди городов нашей республики по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мало того, среди заболевших достаточно большое количество детей школьного и даже дошкольного возраста. Поэтому Министерство образования отменило большие празднования выпускных. И мы также просим вас, мероприятия, которые вы будете проводить по отдельным классам, по возможности проводить на открытом воздухе. Пожалуйста, не проводите их в закрытых помещениях школ и других объектов. Неоднократно мы просили и продолжаем просить в местах массового скопления людей, в магазине, на рынке, в транспорте, пожалуйста, одевайте маски. Маска, пусть и не полностью, но защитит вас от коронавирусной инфекции. Также мы очень просим не посещать массовые мероприятия, которые проводятся в закрытых помещениях, а также не организовывать эти мероприятия по мере возможности. Берегите себя. Тенденция на увеличение количества новых случаев коронавируса прослеживается не только в Абхазии, но и в других странах мира, в связи с чем там были вынуждены вновь вводить ограничения. В целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в нашей стране принято решение отменить проведение общегородских выпускных балов. Однако с этим решением согласны не все. Заря Кварацхеля продолжит тему. Последний звонок, общегородской бал и, конечно же, выпускной вечер – это самые приятные ожидания всех выпускников. Однако для выпускников 2021 года пандемия коронавируса подготовила свой подарок. Как известно, в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в республике Министерство просвещения и здравоохранения приняли совместное решение отменить проведение общегородских выпускных баллов. Среди общества, как и среди самих выпускников, мнения разделились. Если одни категоричны в этом вопросе, то есть и те, кто с пониманием отнеслись к этому решению. Я считаю, что, и не только я, вообще весь наш класс считает, что безопасность превыше всего, и мы понимаем, то есть почему были приняты такие меры. Расстроился ты? Нет. Почему? Ты же один раз в жизни заканчиваешь школу, и вот так вот получилось. Как бы очень большое скопление людей, а сейчас в мире непонятно, что происходит, поэтому может любое случиться, так что лучше безопасность, чем какой-то бал. В 7-й столичной школе 9 выпускников. 25 июня здесь планируют провести последний звонок в узком кругу, соблюдая все санитарные нормы. Все выпускники давным-давно уже готовились, ждали этого дня. Это очень большой праздник для любого выпускника. Но отменили сейчас в связи, ситуация коронавирусная, да, то, наверное, правильно сделали, что отменили. Но я думаю, что можно было и не отменять, если мы устраиваем свадьбы, рестораны работают, бары работают, транспорт работает, а за счет детишек все это там сокращать, я думаю, что это неправильно. Я согласен, если категорический запрет, всякие сборы, торжества всякие, если было бы запрещено, да, но свадьбу можно сыграть на 1000, на 2000 человек, а выпускной бал нельзя. Тоже я считаю, что это просто жалко детей.
Завуч по воспитательной части первой столичной школы Нонна Лючева считает, что городской бал провести нужно. У выпускников и так был тяжелый год, и праздник они заслужили, добавила Нонна. Если провести мероприятие на открытом воздухе, соблюдая все правила, то избежать вспышки будет возможно, считает она. В этом году, честно говоря, дети планировали выпускной вечер и даже уже, по-моему, выбрали место проведения. Однако вот сейчас мы в замешательстве. Лично я считаю, что все-таки должен пройти бал. Но форму нужно выбрать правильную, чтобы дети не заболели и не было вот той статистики, как это было в прошлом году после вот этих вечеров. То есть это должно проходить все на свежем воздухе. А слава богу, у нас есть уже в нашем городе такие, значит, кафе, рестораны открытого типа. И я думаю, что они пройдут. Но это, конечно же, будут эту форму выбирать родители. В первой школе 40 выпускников. Пообщаться с ними нам не удалось. Разминулись. На сегодняшний день количество заболевших здесь не так много, но они есть. В их числе и директор школы. Периодически один класс сменяется другим. Например, вот на прошлой неделе был 1 10 А класс закрыт, и вот на этой неделе тоже закрыли параллельно 10 Б класс. Да, то есть это присутствует. В 6-й столичной школе тоже зафиксированы случаи коронавируса. Сейчас там болеют 2 выпускницы, 4 педагога и дети среднего звена. Если среднее звено, понятно, да, они, естественно, болеют и лечатся, то за 11 класс я лично очень переживаю, потому что там экзамены. Понятно, что здесь, если они вовремя не успеют, мы попозже им проведем, но детям надо поступать, детям надо успеть сдать документы, и за них очень тревожно. Лолита Кация поддерживает запретительные меры, подчеркивая, что они правильные в нынешних условиях. После того, как у нас пройдут экзамены, у нас в этом году всего 3 экзамена, мы будем им в торжественной обстановке вручать аттестат тоже во дворе школы. У нас будет мероприятие, концерт дети подготовят, споют, станцуют, не выпускники готовят концерт, вот там мы им вручим аттестаты. Что они будут делать потом, я не могу вам сказать, но педагогический коллектив против выпускного вечера, и мы, даже если родители что-то будут делать, мы не пойдем. На сегодняшний день по республике зарегистрированы 64 случая заболевания коронавирусом среди учащихся. В общем, сейчас болеют 23 педагога. В этом году эта мера она оправдана с целью сохранения здоровья педагогов и детей. Особенно тех, кто хочет поступать в зарубежные вузы. Да, им необходима будет справка о том, что у них отрицательный результат на ковид, поэтому мы не хотим испортить праздник детям. Отмечать, конечно, мы хотим, но, как вы понимаете, пандемия не дает нам эту возможность. Торжественные мероприятия никто не поощряет. Это уже личная ответственность тех, кто их проводит. Врачи нам не дали разрешение проводить свадьбы на 500 и более человек, поэтому это как бы ответственность уже организатора. Мы, как государственная структура, не можем этого себе позволить и разрешить это, да, делать сейчас в городском формате. По неподтвержденной информации, 25 июня последний звонок выпускники столичных школ собираются отпраздновать в банкетном зале «Дель Мар». Мы спросили министра, насколько эта информация соответствует действительности. Об этом не слышал, но, соответственно, мы это изучим. И организатору будем крайне рекомендовать этого не делать. Сами выпускники могут там узким кругом, конечно, где-то, может быть, отметить дома или в каком-то ресторане, но не сбор всех, особенно. Такой официальной информации пока нет? Нет. И это, соответственно, управление города не имеет права разрешать без нашего согласования и без нашего ведома. Если это инициатива какого-то выпускника или какой-то школы, мы сделаем предупреждение. Выпускников понять можно, ведь школу они заканчивают один раз в жизни, и каждый хочет это сделать красиво. Но сегодняшняя ситуация с ковидом во многом не позволяет в полной мере отметить это, безусловно, важное событие в жизни каждого школьника. Не стоит ли прислушаться к специалистам, призывающим к самодисциплине и ответственности, которые помогут нам пережить пандемию с наименьшими потерями? Сария Кварцхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Увеличивается число пациентов и в Гудаутском ковид-госпитале. Принято решение об открытии в больнице дополнительного отделения для больных коронавирусом. Госпиталь посетил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Министр пообщался с медперсоналом и пациентами. Подробности в репортаже наших коллег из Гудаута ТВ.
14 июня министр здравоохранения Республики Абхазия Эдуард Будба с рабочим визитом посетил ковидный госпиталь, где совместно с главврачом Гудаутской центральной районной больницы Хаджиратом Шамба и заведующей инфекционным отделением ковидного госпиталя Ангелиной Оторба обсуждали актуальные вопросы и обсудили текущие рабочие моменты. После министр здравоохранения в сопровождении лечащих врачей последовал в красную зону, где проходит лечение тяжелобольных с коронавирусной инфекцией. Эдуард Будба посетил каждую палату. Также министра проинформировали о состоянии здоровья пациентов. В основном корпусе открываем дополнительный блок. Это отделение сейчас, там пост, дежурные врачи, медсестры, санитарочки. Будем укомплектовываться, подготавливаться лучше, как говорится, на шаг впереди ситуации идти. Поэтому езжу по всем лечебным учреждениям, смотрю, общаюсь с персоналом, с коллегами, с медсестрами. И по оборудованию есть кое-какие сложности, которые с Хаджиратом Леварсовичем мы сейчас с коллегой обсуждали. Вопросы есть вопросы, которые требуют незамедлительного решения, и они будут сейчас в незамедлительном формате решаться. Есть вопросы, которые мы будем решать в таком спокойном плановом порядке. Ранее министр здравоохранения уже посещал Гудаутский ковидный госпиталь, после чего по просьбе врачей в реанимационном отделении были установлены кондиционеры. На сегодняшний день, так как поток больных коронавирусной инфекцией увеличивается, в Гудаутской центральной районной больнице вновь открыли 3-й этаж ковидного отделения, куда распределяют пациентов по степени тяжести. Как сообщила Ангелина Оторба, реанимационное отделение переполнено. В реанимации находится 14 пациентов, 3 из них в крайне тяжелом состоянии. Также заполнен 2-й этаж отделения на 34 койки. Со вчерашнего дня мы открыли отделение на базе 3-го этажа, куда уже поступили двое больных вчера, и сегодня еще дополнительно 2 больных. К сожалению, отмечается рост пациентов, количество пациентов ковид-положительных. В последнее время мы отмечаем то, что все пациенты быстро, состояние их ухудшается, лечение проходит более тяжело, труднее восстанавливается, естественно, лечение более дорогое по медикаментозному обеспечению. Но хотел бы еще добавить и акцент сделать на амбулаторном звене, потому что те пациенты, которые сегодня поступают в тяжелом состоянии, некоторые занимаются самолечением на дому, не обращаются к врачам, поэтому большая просьба, как только какие-то симптомы недомогания и тому подобное, сразу обращаться к профильным специалистам по месту жительства, обращаться к врачам. Врач уже на месте определит дальнейшую тактику лечения. Просто так получается, что некоторые пациенты сами лечатся и потом уже в крайне тяжелом состоянии уже поступают в лечебное учреждение. Чтобы этого не было, я попросил бы более внимательно к этому относиться, потому что это очень все серьезно. Министр остался доволен организацией работы, так как врачи соблюдают технику безопасности. Ежедневно проводится дезинфекция всех помещений, а пациентам оказывают должное внимание и соответствующее лечение. Хамида Арджения, Дамир Гунджа, Гудаутское районное телевидение. Сотрудникам УКОН МВД и службы госбезопасности задержан гражданин, осуществлявший закладки наркотического средства метадон. Подробности в оперативной сводке Министерства внутренних дел. Житель села Приморск Гудаутского района Гочо Санарт Гивевич, 1991 года рождения, задержан в результате реализации оперативной информации сотрудниками УКОН МВД совместно с сотрудниками СГБ Республики Абхазия в лесном массиве села Бармыш. В ходе проведения оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий нами было установлено лицо, осуществляющее так называемые закладки наркотического вещества метадон. Сотрудниками УКОН круглосуточно осуществлялся мониторинг мест возможного получения оптовой партии наркотиков. В результате проведения оперативных мероприятий нами был задержан гражданин Гочева. Уже готовый к реализации заизолированной свертки с наркотическим средством метадон сотрудниками милиции обнаружены в ходе проверки показаний на месте в лесном массиве села Абгарху Гудаутского района.
Гражданин Гочуа, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств в целях материального обогащения с использованием информационно-телекоммуникационной сети Telegram, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом с целью организации незаконного оборота наркотических средств путем осуществления тайных закладок на территории Республики Абхазия. Молодые люди в целях материального обогащения идут на такой шаг. Получив сегодня за одну сделанную закладку 1500 рублей, не осознают, что могут быть привлечены к 15 годам лишения свободы. Далее злоумышленник, действуя по предварительному сговору, получив от наставника координаты геолокации местонахождения свертка с наркотическим средством метадон в селе Бармыш, направился в указанное место, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан на месте преступления. Все обнаруженное и изъятое у гражданина Гочуа было направлено на экспертизу, где, согласно исследованию экспертов, экспертно-криминалистического центра МВД Республики установлено, что содержимое всех свертков является наркотическим средством метадон общей массой 19,51 граммов. Санарду Гочуа вменяется незаконное приобретение и сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и покушение на незаконное приобретение наркотических средств с целью сбыта в особо крупном размере. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 224, части 3 статьи 29, части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия проводит Следственное управление МВД Республики Абхазия. В рамках российской инвестпрограммы на 2020-2022 годы в Сухуми производится замена напорных трубопроводов. Это два основных магистральных водовода, питающих большую часть города. Как проходят работы и когда они завершатся, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Гуландзе. Старые металлические трубы на новые полиэтиленовые. В Сухуми проводится комплексная замена водопроводных сетей. Протяженность двух магистральных водоводов, питающих основную часть города, составляет 14 километров. Один из трубопроводов тянется от второй насосной станции до резервуара на улице Дагестанская. Второй – до пересечения улиц Айтгалара и Гулья. Водоводы были введены в эксплуатацию более 40 лет назад, то есть функционировали дольше положенного срока. После установки новых труб проблема частых отключений воды в городе во многом будет решена. На водоводе, который идет на резервуар на улицу Дагестанская, работы завершены более чем на 80%, хотя завершение мероприятия планировалось в 2022 году. В конце 2022 года подрядная организация идет с опережением, и мы планируем в 2021 году завершить это мероприятие. И второе, аналогично, которое идет на пересечении улиц Айтгалара и Гулья. Аналогичная картина. Там тоже мы планируем работы завершить в 2021 году. Две подрядные организации у нас на два водовода. Это Сухумский водоканал и госкомпания «Абхазстрой». В местах, где уложены трубы, да, будет после завершения работ будет уложен асфальт. На улице Бейгуа работы планируют завершить в течение месяца. Здесь новая труба будет частично проложена на открытом участке. До окончания всех работ жители города без воды не останутся, так как новые трубы прокладывают параллельно старым. Отключение водоснабжения возможно при запуске новой системы в заключительной части работ. Рабочих задействовано, ну, не знаю, наверное, порядка 15-20 человек. Просто сейчас вы не всех видите. Они, часть рабочих готовят вот этот переход. Они на базе работают. Вот. Работы ведутся с октября месяца, наверное. В течение месяца мы должны закончить все работы. Мы уже соединяемся. Вот там отвод идет, который с Войнарской, он остался. И вот пришла труба с Эшеры, с водонасосной. Вот, ну, не знаю, в ближайшую неделю мы соединимся. Дальше опрессовки, дальше какие-то моменты в люках, в колодцах. Ну, в общем, доставка оборудования. Капитальная замена водопроводных сетей в столице проводится в рамках российской инвестпрограммы на 2020-2022 годы. Общая стоимость строительно-монтажных работ по двум водоводам составляет 285 миллионов рублей. Эсма Гуландзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В связи с переключением старого водопровода на новый 18 июня несколько районов города Сухум останутся без подачи питьевой воды, сообщает столичный водоканал. С полуночи до 11 часов вечера будет прекращена подача в районах города: Новый район, Старый поселок, Колос, Вокзал, улица Адыгейская, ВМ Центральная и на горной части города рынок Маяк.
Сегодня в Турции чемпион GMC чемпионата Германии по смешанным единоборствам Карай Дженгиз Ацугба проведет бой в чемпионате от MMA World Mixed Fight. Абхазскому бойцу будет противостоять спортсмен из Грузии Важа Мачарашвили. Карай Дженгиз Ацугба – спортсмен по смешанным боевым искусствам, представитель зарубежной абхазской диаспоры. С 2014 года занимался борьбой и кикбоксингом. Участвует в турнирах чемпионата Германии и французской организации по смешанным единоборствам. Мы болеем за нашего соотечественника и обязательно сообщим результаты боя. А сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу, 18 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 22-27 тепла. Температура морской воды плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.